Ну и снова здравствуйте. На улице у нас межсезонье. Несмотря на то, что первый лед мы открыли и даже успели порыбачить со льда, дружно потеплело, весь снег растаял, лед растаял, стоит тепло, снега нет, льда нет, сидим дома, ждем морозов, ждем зимней рыбалки. И есть время заняться, как вы видите, уже консервированием. И сегодня мы будем делать настоящую солдатскую кашу. Вот, заранее мы ее отварили. Здесь 2 пакета каши по 900 грамм, или по килограмму, 2 пакетика каши готовые уже. Мясо тоже уже готовое. Это мясо говядина, ребра, позвоночник. Мы сварили вот в этой кастрюле заранее это мясо вчера. Сегодня отсоединили от костей. У нас получилось, я вот весил 3 килограмма 300 грамм с миской. Получается где-то, значит, 3200 у нас чистого мяса получилось. Сделали поджарочку, лучок с морковкой. Лук обжариваем до золотистого цвета, чтобы был он вкусный, красивый. Вот такую вот поджарочку сначала сделаем с лука. И как только лук наш приобретает золотистый оттенок, добавляем сюда морковку и дожариваем нашу поджарочку до конца. Варим нашу перловочку. Долго варить не будем. Буквально минут 10, не больше. Сюда у нас ушло 2 пакета. Кастрюля у нас 8-литровая. Сколько литров? 6 воды и 2 пакета по килограмму перловки. Немножко минут 10 поварим. Остальное доварится в баночках. Так, наш лучок начинает приобретать золотистый оттенок. И сюда прямо бахаем морковку. Все на глаз примерно. Никаких расчетов я не производил. Сегодня будем делать консервы на глаз. Я так думаю, поджарку с лука и моркови сделать ничего сложного нету в этом. Каждый, кто когда-то готовил мясо или суп там, или еще что-нибудь, я думаю, многие используют такую поджарочку. Лучок, морковочка. Единственное, я никуда не добавляю соли. Ни в поджарку, ни в кашу, ни в мясо, которое у нас отварилось. Нигде ни грамма соли. Солить мы будем уже непосредственно в банку, прежде чем ее закрутить. Это для того, чтобы не было недосола, пересола. Конкретно чайная ложка на одну пол-литровую баночку. Так. Лучок поджарили немножко. Сейчас морковочку. Еще немножко и будет готово. Так, ну а этим временем у нас наша перловочка немножечко проварилась. Прошло минут 10. Вот она стала вот примерно вот такая. Кто-то перловку замачивает в горячей воде, кто-то в холодной, кто-то просто промывает, ничего с ней не делает. Но я вот решил сделать так, потому что я подумал, если уже мясо готовое, сваренное, закинуть сырую перловку, долго варить, зачем? Мясо готовое, перловка тоже должна быть готовой. Мы, естественно, просто сократим немножко время консервирования и посмотрим. Я вот решил сделать именно так. А как это получится, мы это скоро увидим.
Все это было приготовлено заранее, чтобы не тратить наше драгоценное время. Приготовлено 15 банок, 4 винтовые, 11 закруточных, что было, то и приготовили. На этот раз крышки я замочил в воде. В общем, предыстория такая. В этом книге рецептов, который идет с автоклавом «Домашний стандарт», я не нашел, там очень много рецептов, есть с рисом, есть с гречкой, есть с горохом, но вот именно с перловой крупой рецепт каши я не нашел. Зашел в интернет, пролопатил где-то, наверное, роликов 15-20 от авторов тех других, кто как готовит. Перловку кто-то замачивает в холодной воде, кто-то в горячей воде, кто-то там час выдерживает, кто-то 10 часов, кто-то вообще ничего не делает, сразу промыл, сразу кидает в банки. Ну, я решил сделать немного, посмотрел то это, в общем, решил сделать свой рецепт. Если мясо у нас уже готовое, оно отварилось где-то часа 2, от костей мы отсоединили, получается мясо у нас уже готовое, то значит и перловка, естественно, я так посчитал нужным, что она тоже должна быть готовой. Сначала я решил отварить ее 10 минут, но в итоге, пока туда все прошло и 20 минут, и 30, и 40, и в итоге у нас вот такая получилась уже практически готовая каша. Чуть-чуть, ну практически уже ее можно употребить в пищу. Вот она, вот такая вот у нас вкусненькая кашка получилась уже, солдатская перловая кашка. Ну, лучок, морковка. В общем, все готово, только нигде, ни в каше, ни в мясе, ни в поджарке я не добавлял соли. Все это будем мы добавлять вот такую чайную ложку соли непосредственно в каждую банку. Даже вот это с горочкой, наверное, много. Вот примерно вот так вот. Чайная ложка соли. И замочил вот крышки. Это то, что я увидел у многих авторов. Как бы говорят, резина становится мягче. Я раньше крышки не замачивал. Теперь решил замочить. Ну вот и все готово. Приступаем. Приступаем. Рецепт этот получается свой. Посмотрим, что у нас получится. Для начала снизу у нас будет мясо. Потом положу кашу. Ну и сверху поджарочку. И потом все это подсолим. Так что поехали. Не знаю, сколько что у нас будет. Каждую банку по чуть-чуть. Кашу мясом не испортишь. Так что будем ложить столько, сколько есть. Ну, конечно, если у нас мяса окажется чересчур много, то мы немножко оставим. На 2 раза у нас по-любому не получится. Так что вот столечко. Ой, какая жирная кашка у нас будет. Такую кашку точно в магазине не купишь. Все делаем на глаз. Без всяких граммов, килограммов. Главное нам заполнить 15 банок. А 3 килограмма мяса, мне кажется, вполне хватило бы и еще на 15 банок. Ну, в общем, раскладываем мясо. Потом будем раскладывать крупу. Поехали. Так. Разложили мясо в банке. И получается у нас остается много мяса. У нас было 3200 или 3300, я уже точно не помню. В общем, я решил, если я все это мясо положу, у нас получится не каша с мясом, а мясо с кашей. Так что перловка у нас есть, мясо есть. Сделаем мы не 15 банок, а сделаем 30 банок. В общем, сделаем автоклав мы запустим 2 раза. И мясо разделил я ровно на 2 части. То есть было 3200, здесь у меня 1,5 килограмма мяса, 1,5 килограмма, кило 600 даже получается. Здесь у нас равномерно, в принципе, ровно на все банки.
И здесь осталось примерно столько же. Забыл сказать, что в каждой банке на донышке у меня по 2 горошины перца и небольшой кусочек лаврового листа. Не целый лист, не половинка, а где-то примерно четвертинка. Ну, небольшой кусок, потому что если положить больше лаврового листа, оно будет горчить. Ну все, мясо мы разложили. Это оставим мы на второй раз. И теперь вот раскладываем нашу перловочку, нашу солдатскую кашку. Она у нас уже практически готова. В общем, смотрел, как это делают авторы других каналов. Они, я вам говорил уже, кто какую перловку, кто помыл и сразу положил. Кто-то холодной водой отстаивает там, кто-то на горячей воде. Чисто я как бы слышал такой рецепт, что минут 10 отваривают. Я, в принципе, так и хотел изначально отварить 10 минут. Ну, а потом подумал, почему бы и нет. Почему бы не сварить ее полностью. И она у меня варилась минут 40, наверное. 40 варилась. Но 30 минут она точно варилась. Потом я выключил плитку, и она дошла. И получается, вот у нас воды было где-то у нас столько. Это 8-литровая кастрюля. 2 килограмма перловки, или там сколько, 900 грамм, ну, около 2 килограммов там, если 900 грамм в пачке, 950 обычно они сейчас экономят у нас, немножко в каждую пачку не докладывают, и получается экономия такая. Так, но тем временем у нас раскладываем пайки, порции равномерно в каждую баночку. Я так думаю, что у нас должно хватить на 2 раза. Мяса уже точно хватит. И мне кажется, перловки нам тоже хватит. Ну, получается, если готовить на 1 раз на будущее, значит надо не 2 пачки, а 1 пачку на 15 банок. Этого будет вполне достаточно. Ну, сейчас, ладно, не будем загадывать. Пока раскладываем. А там видно будет. Итак, кашку мы разложили по банкам. У нас ушло большая часть, осталось меньше половины. Ну, ничего страшного. Значит, на следующую закладку у нас мясо будет больше, чем каши. И теперь получается каждую банку по соли вровень, чайная ложка вровень. Может быть, конечно, надо было соль кидать на мясо, потом кашу, потому что когда варят из крупы, это одно, а у меня уже каша готовая, ну, не знаю. Одну закладку сделаем так, а вторую сделаем по-другому. Соль закину прямо на мясо, а потом сверху уже кашу. И посмотрим, как получится получше. Но я так думаю, все равно оно будет кипеть. Должно подсолиться нормально. Посмотрим. В общем, на каждую баночку чайная ложка вровень. Все готово. Кашку мы посолили. И теперь вот у нас такая поджарочка. Лучок с морковкой. И на каждую баночку еще по 1 ложке. Ну, сколько получится. Вот такой вот поджарочки. Когда будет вариться, это все должно уйти туда. Будет и вкусно, и красиво. Я так думаю. А как оно получится на самом деле, мы это узнаем уже очень скоро. Скоро, очень скоро. Ну как скоро? По рецепту, рецепты каш, там надо готовить при температуре 120 градусов.
помню, 100 минут что ли. Так как у нас мясо уже готовое, перловка у нас уже сварена, то естественно мы 100 минут готовить не будем. Ну, сколько? Ну, скажем, минут 40-45. Этого, я думаю, будет вполне достаточно. Так, вот нашу поджарочку мы равномерно раскидали на все банки. Повторюсь, это все на глаз. Немножко лучка, немножко моркови. На следующую закладку придется нам еще немножко пожарить, но это все второстепенно. Ну, как-то вот так. Ну вот и все готово. Осталось только закрутить. Ну просто посмотрите, какая у нас получилась красота. Снизу мясо, посередине каша, сверху поджарка. Не знаю, что у нас получится, но я так думаю, когда это все будет готовиться в автоклаве, наша поджарка должна придать каше тоже цвет. Мясо, жир, это все тоже должно подняться. Сюда я не добавлял ни воды, ни бульона. Когда я смотрел рецепты у других авторов, то они высыпают крупу, там кто-то водички добавляет, кто-то бульончика. Я ничего этого не добавил, потому что мясо есть, жир есть, каша у нас готова, я так думаю, влаги у нас предостаточно, поджарочка. Ну, посмотрим. Все закручиваем. Банки, которые закручивать, можно прямо доверху все закладывать. Вот раз, два, три, четыре у нас банки, которые закручивать, а вот которые закатывать, нужно оставлять сантиметр. Это так по инструкции. Ну что, поехали. Сегодня уже сильно не будем закручивать, чтобы не срывать просто так. А то я так закручиваю, что потом не открутить. Посмотрим. Сделали свой рецепт. Такого рецепта я точно нигде не видел. Не знаю, сделал ли я правильно, может что-то неправильно, пишите в комментариях. Но все это будет видно очень скоро. По рецепту каша готовится вроде бы 100 минут. Сейчас я это посмотрю. Каши. Так, каши 120 градусов 100 минут. Мы сделаем ровно наполовину. 50. 45 минут. Я думаю, это будет вполне достаточно, чтобы... Нам у нас что, мясо готовое уже, каша готовая. Нам главное, чтобы это все сварить сейчас, чтобы все микробы, все бактерии погибли. И чтобы наши каши могли храниться долго. Наши каши, чтобы могли кормить нас в наших зимних походах на лесные речки. Будем мы их готовить в избушках с ночевками. Все будет. Впереди нас ждет долгая зима. Это значит, что мы еще покатаемся. Мы еще порыбачим. Ну как-то вот так. Сейчас мы все это, все баночки закрутим и запустим наш автоклав. Все закрутили, все закатали, осталось только зафиксировать нам, чтобы не выдавило. Вот эти, которые закруточные, ничего делать не надо. Ну, а эти мы зафиксируем с помощью вот
таких вот колец. Это вместо прижимных кассет. Очень удобная штука. Берем, ставим, накрываем. Готово. Берем узкой стороной вниз, широкой вверх. Ставим, накрываем. Готово. Не надо ничего надеть кассеты, прижимать, зажимать. Все четко, все удобно. Это первый раз, когда я делал консервы, оказалось все так сложно. Ничего сложного в этом нету. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Второй, третий раз все идет по накатанной. Все четко. Баночки у нас готовы. И остался последний шаг. Это загрузить банки в автоклав и включить плитку. Так, ну что, наши баночки готовы. И осталось совсем немножко. Так, снизу у нас пойдут эти баночки. В принципе, разницы никакой. Совершенно никакой. Банки укладываем просто друг на дружку, не надо никаких прижимных кассет. Все четко, баночка на баночку. Все получается просто шикарно. Скоро, друзья, очень скоро мы сделаем обзор на приставку к этому автоклаву. Скоро должна приехать ко мне, как сказать-то, колонна для изготовления спиртных напитков. Будет этот же самый автоклав, просто будет немножко другая крышка. Если кому интересно, можете заходить по ссылку, там все по ссылке, которая будет в описании. Там уже все написано. Короче, ставится другая крышка, и здесь будет вот такая колонна. Скоро, очень скоро мы это, друзья, увидим. Так что этот многофункциональный автоклав скоро нас порадует еще и изготовлением рыбацкого напитка. А то в прошлый раз, когда я на фляге делал, мнений было очень много. Ты неправильно делаешь, а где дробная перегонка, а это пьешь ты такое-сякое, невкусное, вонючее, спирт-сырец. Спорить не буду, пусть каждый останется при своем мнении, но приставочку к нашему домашнему стандарту мы уже испытаем очень скоро. Так, ну тем временем у нас все готово. Пошли ставить на плитку. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Так, где наша крышечка? Тикс. Как-то вот так. Как-то вот так. Ну, все закручиваем. Не надо никаких болтиков, гаечек. Без воды? Опа. Спасибо оператору. Спасибо, Валентина Васильевна. Сейчас бы мы замутили без воды. Все верно. Так. Литр воды, литр воды. Чуть не забыли. Чуть не запустили наш автоклав без воды. Было бы интересно, наверное.
Так, заливаем литр воды или 2 раза по пол-литра. Разницы никакой. Ну, теперь точно можно закрывать и закручивать. Сюда больше ничего добавлять не надо. Очень удобно, кстати. Не надо никаких ключиков, гаечек. Кстати, говорил, у меня очень много друзей, товарищей, которые занимаются консервированием, но у всех парового еще нету ни у кого. И самое интересное, что каждый доказывает, что его автоклав самый лучший, что лучше некуда. Пусть гаечки, пусть болтики, пусть там 20 литров воды, ну, каждый хвалит свой автоклав. Ну, не знаю, я пробовал и на тех автоклавах работать, делали консервы. Пробую вот на этом паровом автоклаве. Разница, конечно, ощутимая. Так что пока народ не попробует, что на самом деле паровой автоклав, он так и не почувствует разницу. Разница в консервах, да, может быть. В конечном продукте может быть и никакой разницы. Но в том, что экономия электроэнергии или там газа, скорость, экономия времени, насчет этого паровой намного лучше. Кстати, вот сегодня мы это испытаем. Вот закинули 15, вот у нас осталась каша, у нас осталось мясо. Мы за один день, уже можно сказать за один вечер, мы успеем запустить автоклав 2 раза. Что невозможно, просто невозможно на автоклавах, которые работают на воде. Там только остывать надо около 8 часов, наверное. Здесь за час остыло, переоткрыли крышки, давление падает сразу. Ну это, в общем, вы сами все увидите. Пока мы закручиваем, запускаем. Рекламная пауза. Все готово, автоклав запустили. И последний штрих. Это добавим немножко масла. Это так просто положено по инструкции, чтобы градусник, вот этот вот градусник, был в масле. Вот так вот раз. Все. Теперь точно все. Температура у нас 24 градуса. Давление у нас пока на нуле. И засекаем время. Засекаем время. А время у нас 4 часа вечера с момента включения. Теперь перекинем по времени, сколько, через какое время он закипит. Через какое время он поднимет температуру до 120 градусов. Как давление, все. В общем, вы это все сами все увидите. Ждем. Прошло 50 минут с момента включения плитки, с момента включения автоклава. Как мы видим, за 50 минут температура у нас поднялась до 100 градусов. Давление пока еще не поднимается. Не поднимается почему? Потому что, вот, не знаю, видно, не видно, вот только что срабатывал дышащий клапан. Это отличительная черта этого автоклава от других. Вон, сюда поближе подойди, вот. Если прислушаться, видно, что срабатывает дышащий клапан. Так не видно, наверное, просто без света. И со светом вот так вот шумит. Видно, вот идет нет-нет порог, он дышит, получается. Этим самым, получается, весь воздух выходит с автоклава. Воздушный воздух выходит, остается только пар. Вот в этом отличие от других автоклавов. Если, допустим, в обычный автоклав без дышащего клапана залить не полностью водой, а немного воды, то смесь получается, газопаровая смесь получается, что хуже
проводит температуру. Вот сейчас 100 градусов начал срабатывать. Вот видим, выходит пар, вот он. Видели? Выходят пузырьки воды, пар. Это выходят излишки воздуха. Как только весь воздух отсюда выйдет, останется только горячий пар, этот клапан дышащий закрывается. И получается только паровая смесь здесь получается. И только тогда начинает подниматься давление. Вот, 100 градусов. Он сейчас поработает, выдавит весь воздух, закроется, и дальше будет только подниматься давление. Только после этого. Ну, как-то вот так вот проходит все это. Отличительная черта от остальных автоклавов. Дышащий клапан. Все, ждем дальше. 53 минуты у нас в работе автоклав. Температура 100 градусов. Давление пока на нуле. Посмотрим, что будет дальше. Время у нас 6:30. И у нас, в принципе, уже все готово. Закипело, не закипело, а 120 градусов. Температура у нас поднялась без 10 6. Сейчас время 6:30. 40 минут у нас она при температуре 120 градусов она уже варится. Вот, как мы видим, давление поднялось. Оно уже падает сейчас, потому что я немного убавил до троечки. Оно где-то было 1,5. Вот, все готово. Теперь мы 40 минут, я так думаю, это вполне достаточно, потому что мясо было уже готово, каша готова. Все, выключаем. Выключили. 40 минут. И теперь, чтобы... Где дощечка-то? Дощечка. Чтобы оно быстрее остыло. Если бы мне не надо было делать вторую закладку, я бы просто так оставил, оно бы остыло до 40 градусов, упало бы давление, молча можно было открыть. Но мне надо делать вторую закладку, и чтобы оно быстрее остыло, мы убираем с плиты, ставим вот так вот. Ставим на деревянную дощечку и засекаем. Вот, время 6:30 вечера. У нас температура 120 градусов. И давление у нас вот единица. Оно уже вот моментально начало падать давление. Сейчас посмотрим, через сколько оно упадет до 0. Как только оно упадет до 0, можно будет приоткрыть клапан, проверить давление и открывать крышку. Так она остынет еще быстрее. В общем, все, засекаем. Время 6:30. Мы убрали автоклав с плиты. Ждем, пока упадет давление. Ну а пока мы ждем, пока падает давление, этим временем у нас уже готова поджарка. Лучок с морковкой уже поджарили. Мы уже приготовили баночки, наложили туда мясца, перец горошком и лавровый лист. Раскидали мясо по всем банкам. Как мы видим, банки всякие разные. Собрали все, что было. Уже банок нету никаких. Тут и вон такая толстенькая, вот такая узенькая. Но они все по пол-литра. Даже вот такая вот овальненькая банка есть. Вот такая маленькая, 450 граммов. Короче, остальные пол-литровые. Собрали все остатки банок, что было. Все, больше банок нет. Пока не найдем банки, консервировать пока больше не будем. Не знаю, где их брать, потому что в поселке я выкупил уже все банки, которые были в магазинах. Вот. Та партия мы солили сверху. Здесь я подсолю сначала мясо, а потом положу кашу. И посмотрим, как оно будет лучше. Так и будем делать в дальнейшем. Все. Подсаливаем, закладываем, закручиваем. Ждем, когда падает давление. Делаем новую закладку. Как-то вот так. 10 минут 8. Времени прошло после выключения 40 минут. Что мы видим? Что мы видим?
85 градусов у нас температура. И давление упало у нас уже давно. Где-то в течение 15 минут давление у нас упало уже на 0. Делаем контрольный выпуск. Так, давления нет. В принципе, уже можно открывать. Но у нас не готовы еще банки. 8 каши у нас хватило только на 8 банок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 банок у нас осталось без каши. Чтобы не гонять автоклав впустую. В принципе, можно было положить это, и оно бы приготовило эти консервы и так. Но чтобы не гонять автоклав впустую, мы решили вот эти 7 банок наполнить рисовой кашей. В принципе, можно было просто заполнить это крупой, закрутить, залить бульончиком или водой, каша бы приготовилась. Но так как мы здесь эти банки уже сделали с готовой кашей, то и сюда мы сделаем уже тоже готовую кашу, чтобы по рецепту, сколько там, при температуре 120 градусов надо 100 минут, чтобы рисовую кашу с мясом сделать. Мы это все дело сделаем также 40-45 минут. Так что мы сейчас сварим кашку, закидаем наши банки рисовой кашкой. И будет у нас 7 банок. Каша рисовая с мясом. Мясо у нас есть. Приправа у нас есть. Все есть. Не хватило каши. Так что на будущее, если мы хотим делать 2 закладки, то перловой крупы надо не 2 килограмма, а, грубо говоря, 3 килограмма. Да, 3 килограмма как раз будет самое то, наверное. Только тогда и кастрюли придется чуть больше. Как-то вот так, по таким расчетам. В общем, на 2 закладки надо 3 килограмма перловой крупы. Это как раз будет на 30, точно 15, на 30 банок. Как-то вот так. Ждем, пока варится каша. Ну, остальное мы скоро увидим. Так, 7 часов 20 минут. Температура у нас 84 градуса. И мы открываем крышку, чтобы остывание банок происходило быстрее. В автоклавах, которые готовят на воде, вот такое бы по-любому не прокатило. За такое короткое время, если бы мы сейчас начали бы открывать крышку, там бы так бабахнуло, что мало бы не показалось. Ну а здесь, как мы видим, пар остывает быстрее, чем вода. И наш автоклав, вот уже 84 градуса, буквально, там, не помню сколько, за час уже остыло. Так, выбираем градусник. Чтобы не разбить его. И аккуратно сейчас мы эту крышечку отложим вот сюда. Все. Теперь наши банки остынут быстрее. Мы их пока не трогаем, потому что у нас время еще есть. А так, если в принципе можно их аккуратно вытащить и положить, они остынут уже здесь. Но главное сейчас, чтобы туда, не дай бог, не попала холодная вода. Если буквально капелька холодной воды, естественно, стекло сразу лопнет. А так, потихонечку, не потихонечку, побыстрее они сейчас будут остывать. И скоро, очень скоро, где-то, я так думаю, через полчасика мы уже загрузим очередную партию. Ждем. Итак, на часах у нас без 10:09. Все наши 15 баночек остывают. Одну из них мы сейчас продегустируем, попробуем. Ну, а наш автоклав уже опять готов к бою. Это вот
8 баночек у нас с перловой крупой, не крупой, с перловой кашей. И так как у нас перловая каша закончилась, мы сварили рисовую кашу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 баночек мы сделали с рисовой кашей. Остальное все то же самое. То же самое мясо, та же самая поджарка, морковка с луком. Соли столько же. 2 горошины перца. Немного лаврушки, это все на дне. В общем, все приготовили и запускаем наш автоклав второй раз за один вечер. Если было у меня 2 автоклава, включил бы сразу. А так как он у меня один, то, ну, заметьте, сколько прошло времени. 5 часов, да, грубо говоря. И мы уже запускаем автоклав второй раз. Автоклавы, которые готовят на воде, такого, ну, просто нереально. Они только часов 8 остывают. И воздух, и давление, и температура. Ну, в общем, за один вечер у вас по-любому не получится загрузить автоклав 2 раза. С домашним стандартом это все возможно. Тикс. Как мы видим, банки всякие разные. Вон, вплоть до того, что одна банка даже вон овальная. Что-то поменьше, что-то поуже. То есть разницы совершенно никакой. Приблизительно одинаковые, да и ладно. Все. Готово. Вон такая вот красота у нас. Банки всякие разные. То есть, если здесь были бы кассеты, такое было бы невозможно. Для кассет нужно банки идеально, чтобы были одинаковой высоты, одинакового диаметра. Ну, как мы видим, уже без 5,9. Ну и в принципе остальное все то же самое. Сейчас мы это... На часах ровно 9 часов вечера. И наш автоклав готов к работе. Включаем плитку. Ну а дальше все будет то же самое, что мы сейчас сделали. Так, немного сюда. Ровненько поставим на плиту. Ну что, горшок, вари кашку. Ну а мы давайте, так, ну давай возьмем любую баночку, вот эту, и снимем пробу. Что у нас получилось? Так, ну что, приступаем. Приступаем к дегустации. Дегустируем кашу, только что приготовленная. Она еще горячая, греть ее не надо. Она даже очень горячая, скажем так. О, пшикнула. Не знаю, это хорошо или плохо. Скорее всего, это хорошо. Значит, там все нормально. Так, что мы видим? Видим, что наша поджарка еще поджарилась. Засними. Так что на будущее, если я буду делать поджарку, скорее всего надо положить ее на мясо, между кашей и мясом. Потому что сверху вот положили, и она вот, она не сгорела, можно так сказать, а она еще больше поджарилась, скажем так. Давайте посмотрим, блин, горячее, что у нас получилось. Меня больше всего интересует, дошла ли соль до мяса, потому что эту кашу мы солили сверху.
А вторую закладку, то, что мы сейчас вот поставили варить, ее мы посолили посередине. То есть соль положил на мясо. Наше мясо. Изначально я думал, что будет одна закладка и что мясом кашу не испортишь. В итоге я с 3 килограмм 200 грамм мяса сделал 2 закладки. Но в принципе, вон, смотрите, я так считаю, что мяса здесь предостаточно. Вы где-нибудь видели в какой-нибудь консерве, которая продается в магазинах, столько мяса? Я думаю, я не видел. Я думаю, вы тоже не видели. Так, ну что, приступаем. Я так думаю, вот это количество еды, если так вот, я один не съем точно. Для двоих поужинать самое то. Одна баночка, и можно утолить голод 2 рыбакам, 2 охотникам. Ну что, пробуем? Мясо пресновато. Мясо пресновато. Получается, соль не дошла у нас через кашу. Теперь посмотрим вот сверху вот эту поджарку. А здесь пересолено. В принципе, если это все перемешать теперь, вот так вот, соль будет в норме. Но на будущее, скорее всего, вот та закладка будет правильной, что я посолил посередине. Чего боялся, то и произошло. Соль не прошла, получается, через кашу и не дошла до мяса. Если бы у меня была не каша, а крупа, там базара нет. Там, да, пока бы оно варилось, в процессе приготовления просолилось бы все равномерно. А так как у нас была готовая каша, соль у нас не дошла. Ну вот сейчас вот так вот все перемешали. Вот, кашку перемешали. Поджарочку, кашку. И вот такая у нас получилась однородная масса. Вот такая. Ну, в принципе, тоже ничего. Ну-ка, пробуем сейчас. Сейчас нормально. На будущее. Если готовить вот так, как сейчас приготовили. Во! Не знаю, как это отразится на сохранности консервов. То, что до мяса соль не дошла. Но вот когда мы все перемешали, соль в норме. Или надо лишний раз слоями просто кусок мяса, вот эту порцию соли, посыпать солью. Кашку опять посыпать. Вот 2-3 слоя, тогда тоже будет нормально. А так, все получилось. Вкусно. Настоящая солдатская каша. Хотя сомневаюсь, что солдат сейчас кормят такой кашей. Там вот каша есть, а мяса очень мало. Так что, друзья, все у нас получилось. Надеюсь, что вторая закладка, где мы посолили посередине, будет еще лучше. И теперь давайте приступаем к самому главному. Во-первых, что я хочу вам сказать об этом автоклаве. Я уже это готовлю 3-й, 4-й и 5-й раз. 5-я закладка, это у меня готовили мы рыбу, готовили мы мясо, готовили мы, что мы еще готовили? Кашу вот сейчас вот приготовили. Автоклавом я доволен. Автоклав работает, все делает четко. Если кого-то заинтересовало, заходите по ссылке, которая будет в описании, и
Если вы надумаете делать заказ, имейте в виду, что есть промокод Коми-Рыбак, который дает вам скидочку 300 рублей на данный момент. Ну там, главное вы укажите промокод Коми-Рыбак и будет вам скидка. И самое главное, 13 ноября день рождения моего канала. Будет 3 года, и 13 ноября я хочу провести розыгрыш, то есть разыграть. В комментариях мне поступали предложения, а вот не продаете ли вы консервы там рыбные, с уток мы еще, утки точно же, рыба, утка, мясо точно делали мы 3 раза. Не продаете ли вы консервы туда? Нет, не продаю, потому что процесс это трудоемкий, консервы нужны для поездок, но, я сказал, разыграть могу. Так что 13 ноября мы разыграем баночку каши, баночку уток, баночку рыбы. Все это мы разыграем. Ну и чтобы это вкуснее все заходило, чтобы был комплект полный, будет еще в этом комплекте бутылочка рыбацкого напитка. Так что этот комплект мы разыграем 13 ноября. Что для этого надо? Во-первых, конечно же, быть подписанным на мой канал Коми-Рыбак. Оставить комментарий, что вы участвуете в этом розыгрыше. И поделиться ссылкой, поделиться этим роликом в соцсетях. То есть ВКонтакт, Одноклассники, поделиться. И еще, чтобы были обязательно открыты ваши подписки. Вот такие вот условия конкурса. Ждем 13 числа. И мы разыграем комплект, так сказать, комплект рыбака, комплект охотника, с которым можно смело идти в любой поход. И с которым будет и вкусно, и сытно, и весело. Ну а теперь не будем дождаться мы окончания второй закладки. Каша у нас получилась, несмотря на то, что посолили мы ее сверху. В следующий раз будем умнее. Всем пока, всем до свидания. И до 13 ноября. 13 ноября, день рождения моего канала, будет розыгрыш. Всем удачи, всем пока. Ну вот и утро, друзья. Проснулись, отвезли детей в школу. И вот, достали баночки. Красота, все баночки готовы, все баночки целые, ни одна не треснула. Все красиво. Вот такая красивая картина у нас получается. 29 банок, одну банку мы уже вчера вечером за ужином съели. Очень было вкусно все. 30 банок за один вечер. Автоклав, домашний стандарт, реально кормит. Друзья, и хочу с вами поделиться хорошей новостью. На улице минус 4 градуса, а это значит, что на наших озерах вновь образовался лед. Если он до конца где-то местами не растаял, то он окреп. И завтра мы с Иваном Григорьевичем и Игорем опять собираемся на рыбалку. Так что не знаю, что получится, но очень скоро вы увидите новые открытия сезона, зимнего сезона. Один раз мы открывали, все растаяло, теперь мы это увидим еще один раз. Ну а теперь точно. Всем пока, всем до свидания.